что во всем виноваты журналисты. В Чечне тоже. Одних закупил Дудаев, у других мозгов не хватает. Так учит нас руководство. Еще оно учит о Чечне рассказывать спокойно, аргументированно и ни под каким видом не врать. Насчет вранья руководство особо строго следит, это святое. Вдохновленный этими советами, хочу сделать краткий обзор руководящих аргументов по чеченским событиям последнего времени. Для назидания. На днях всю нашу сравнительно необъятную родину облетела радостная весть. Индонезия заявила, наконец, что считает вопрос о Чечне внутренним делом России. Ну, просто гора с плеч. Можно снова шарахнуть, как любит говорить наш родимый министр обороны, почему-то не обласканный средствами массовой информации. Дайте мне, сказал он однажды, полк на 2 часа, и я решу вашу национальную проблему. Шарахну, и нет ее точечным ударом по опорным пунктам. Ему, конечно, поверили, дали полк, добавили для комплекта танков, там авиации, артиллерии, морской пехоты, с Урала несколько частей, с Дальнего Востока, как под Москвой в 41-м. А что делать, если эти коварные чеченцы всю дорогу нас обманывают? Помните, первые боевые самолеты Чечню обстреливали? Мы им честно, как на духу, не наши это самолеты, не российские, а чьи не знаем, видимость хреновая. А они российские, да российские. Ну ладно, уступили им ради дела мира, признали, когда разведнелось. Недавно снова. Москва, видите ли, бомбит Грозный, ракетами бьет по жилым кварталам. Мы им со свойственным нам блеском интеллекта объясняем: помилуйте, чеченцы, дураку уже понятно, что вы сами себя по ночам взрываете, имитируете. Сознайтесь, на душе полегчает. Не сознаются. Ах, чеченцы, чеченцы, как нехорошо имитировать, стыдобище-то какая. Правда, Ковалев Сергей Адамович, который в Грозном сидит, говорит: да, нет, вроде не имитирует, вроде преступление против человечности. Даже в ООН телеграмму послал. Мы поначалу заверили международное сообщество. Это он для Близиру. Куда денешься, если правозащитник? Обязан осуждать. Но душой он с нами. Честнейший человек Адамович понимает, какое у нас трогательное единство народов начнется, когда мы чеченцам врежем. Как все Москву полюбят до самозабвения. Но увлекся Адамович, переборщил. Тогда мы главный аргумент выкладываем. А чего он раньше молчал? Ну, это довод. Раз вчера Адамович молчал, сегодня можно бить как хотим. Некоторые интересуются, а Гайдар, Явлинский, Элла, опять же, это Памфилова, они-то чего? Ну, тут и ежу ясно, обыкновенная политическая спекуляция, в президенты метят, но честные люди всей планеты, как и в былые времена, с нами. Он, Жириновский, никуда не метит, ничем не спекулирует, с нами. Или Баркашов, фашист, фашист, а он всей душой. Вот вам и фашист. Так что с аргументами у нас порядок. Недавно по телевизору крупный генерал выступал. Так он прямо сказал: как же Грозный не бомбить, если в Чечне больше 1000 преступников скрываются? Что же еще? Некоторые несознательные, правда, опять вопросы подкидывают. А в Москве сколько преступников? Не больше ли? За миллион случайно не зашкалит ли? Отвечаем открытым текстом. Данных точных нет. По Чечне есть, а по Белокаменной, представьте, нет. И не будет, и не надо. А то не ровен час вдруг НАТО узнает, сколько их, да как, шарахнет. А что? Вполне. Индонезия поддержит, европейское скажет дело, внутреннее, только им такое не поднять. Чтобы наших московских бандюк с их формированиями вывести, придется шарахать ежедневно, без перерывов, на обед до конца столетия. Вот видите, когда спокойно и вразумительно, а главное честно, все становится на свои места. И тональность спокойная, как в передаче «Спокойной ночи, малыши». Баю-бай, глазки на все закрывай, за тебя папа думает, он у нас это что-то. Потому что не может человек просто против войны и крови выступать. Обязательно у него для этого свой личный интерес есть. Либо к власти рвется, либо преступнику Дудаеву продался. Несознательные, правда, опять спрашивают: ну ладно, Дудаев преступник, но мирные чеченцы, русские и прочие жители, чем виноваты? Если Дудаев 3 миллиарда пенсионных денег зажилил, зачем же по самим пенсионерам-то бить? Объясняю. Есть 3 способа решения любой проблемы. Правильный, неправильный и третий тот, каким все решает армия. Мы, понятно, выбрали 3-й способ. Он особенно подходит для тонких и сложных национальных проблем. Потому что известно, нет человека, нет и проблемы. И военно-промышленный комплекс в пределе, как говорится, неплохо поработали ребята. Правда, остаются кровь, грязь, ложь, которые не смываются. Человеческая трагедия остается, национальная ненависть на многие десятилетия. Но стоит ли на это обращать внимание? Не проще ли устроить презентацию,
по поводу успешного завершения первого этапа защиты демократии и прав человека и послать всех на нее. И перейти через 20 минут к новым бомбежкам, конечно, проще. Так что спокойной ночи, малыши. А мне за исполнение социального заказа руководства, пожалуйста, приз в студию.